Для ОНО «Евразия» подписание данного соглашения с министром внутренних дел Суланом Абакановичем Ниязбековым — это абсолютно никакая не формальность, это расширение нашего сотрудничества и партнерства во всех сферах, особенно в гуманитарной сфере, между Россией и Кыргызстаном, особенно в год, когда мы отмечаем десятилетие Евразийскому экономическому союзу. Наш президент Владимир Путин делает акцент на традиционные ценности, и не случайно именно Кыргызстан стал первым подписантом соглашения с ОНО «Евразия» о присоединении к платформе традиционных ценностей. С тех пор даже года не прошло, а ОНО «Евразия» совместно с Кыргызской республикой сделала очень много, и в этом мы выражаем огромную благодарность президенту Кыргызской республики Садыру Нургаджоевичу Джапарову. Для нас это большая возможность укрепить наше содружество, наш Евразийский экономический союз, укрепить дружбу между нашими двумя странами, между Россией и Кыргызстаном. И недаром в прошлом году ОНО «Евразия» привезла в Кыргызскую республику для детей из горной местности, из труднодоступных сел 100 школьных автобусов, которые сегодня возят в школы, в отдаленные школы республики детей. Тем самым мы поддержали не просто единое образовательное пространство Республики Кыргызстан, мы поддержали единое образовательное пространство нашей большой Евразии. Для нас это очень важно. Мы стремимся сегодня создавать условия для создания единого культурного, образовательного, информационного пространства континента Евразия, для того, чтобы мы лучше друг друга понимали, для того, чтобы мы росли, выращивая наши возможности, в том числе экономические возможности. А это можно сделать только когда мы хорошо друг друга понимаем, когда у нас фактически один менталитет. Когда-то такое у нас уже было, наши родители и бабушки помнят, и для нас очень важно сохранение и развитие такого братства. Мы сейчас фактически возводим большой-большой семейный парк для детей, который будет доступен на абсолютно бесплатной, безвозмездной основе для всех жителей республики и гостей, который будет называться «Евразия парк Бишкек». И это аттракционы, это различные образовательные, интересные возможности для всех жителей. И мы надеемся, что это будет не единственный парк, мы много еще сделаем. У нас большие-большие сейчас планы по развитию сотрудничества с Кыргызской республикой, и мы уже отправили вместе с Министерством просвещения 50 учителей, предметников на русском языке. Мы планируем увеличить наши возможности. Сейчас как раз с Сергеем Кравцовым, министром просвещения России, на эту тему работаем. У нас еще очень много планов, поэтому я уверена, что в ближайшее время мы их реализуем, потому что именно президент Кыргызской республики Садыр Нургаджоевич Джапаров сделал очень много для развития такого партнерства, и оно стремительно развивается. Поэтому я уверена, что мы сделаем очень много, и можно привести в пример еще и наше движение 945, в рамках которого мы провели в Бишкеке огромный фестиваль. Это был и шоу дронов, это был большой концерт, и мы делаем очень много совместно по сохранению исторической памяти, потому что очень много жителей Кыргызстана отдали свою жизнь как советский народ против фашизма, и фактически мы вместе, как раз и с кыргызстанцами, наши деды отдали свои жизни для процветания всего мира во Вторую мировую войну. Именно советский народ остановил фашистскую гидру, поэтому сегодня нужно действительно быть в тонусе, быть бдительными, не давать никому переписывать историю. И историческая правда — это одна из наших традиционных ценностей, потому что история, большая история, история страны, история международная, она складывается из наших маленьких семейных историй. Поэтому самое главное, чтобы мы помнили свои корни. И как раз про это Россия, Кыргызстан и наша ОНО «Евразия».